Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о железодефицитной анемии у детей. Железодефицитная анемия была вечным спутником человечества, следствием кровопотери, глистных инвазий, интенсивной репродуктивной функции женщин. С железодефицитной анемией связано много легенд и заблуждений. В средние века больным приписывали свойства вампиров из-за их бледности, а также из-за того, что они пили кровь животных. А это, кстати, давало временный эффект. Древние римляне заметили, что вода, в которой находились заржавевшие железные мечи, обладает лечебными свойствами и пытались лечить больных. Великий Авиценна описал железосодержащий препарат для внутреннего применения с целью лечения худобы и улучшения цвета лица. Только в 1813 году учеными было установлено, что железо находится в составе крови. А в 1926 году с большим успехом было начато лечение анемии сырой печенью, а также было установлено, что именно в продуктах животного происхождения железо находится в наиболее доступном для человеческого организма виде. Для того, чтобы узнать, какова информированность у родителей о железодефицитной анемии у детей, мы провели опрос. Знаете ли вы, что такое анемия? Малокровие. Да, малокровие. Вроде нехватка железа. Дефицит железа. Анемия – это малокровие, сниженный гемоглобин. Это нехватка железа. Можно ли анемию вылечить продуктами питания? Например, гранатами. Конечно, говядина, мясо, фрукты, то есть это гранатовый сок, гранат. Мясо, яблоко. Смотря какое мясо нужно, говядина есть. Печень, фрукты, гречка. Говядина. Все родители считают, что анемию можно вылечить питанием. А так ли это, мы узнаем с вами прямо сейчас. Анемия – это такое состояние, при котором снижено содержание гемоглобина и эритроцитов в единице объема крови. Для детей критерием анемии служит снижение содержания гемоглобина ниже 110 грамм на литр для детей раннего и дошкольного возраста и ниже 120 грамм на литр для школьников. И потому, насколько снизился гемоглобин, идет также определение степени тяжести анемии. Причины анемии весьма разнообразные, но у детей анемия чаще всего вызывается дефицитом железа. Если взять все железо, содержащееся в нашем организме, то можно сделать только маленький болтик для наручных часов. Но очень велика функция железа. Железо входит в состав многих белков, белков кожи и волос, участвует в ферментных реакциях и переносит кислород по нашему организму. Железо содержится в нашем организме в эритроцитах, то есть в красных кровяных тельцах, а также оно содержится в печени, и только незначительное его количество циркулирует в крови в связанном с белками виде. Наиболее активной формой железа, которая используется в нашем организме, является железо, содержащееся в гемоглобине. Гемоглобин представляет собой молекулу белка, в которую встроены 4 атома железа. Поэтому одна такая структурная единица может связать 4 атома кислорода. Печень является своеобразным хранилищем железа. Запас железа у ребенка закладывается еще внутриутробно и расходуется по мере необходимости. Плод получает железо от матери через плаценту в течение всей беременности, наиболее интенсивно с 28-32 недели. Недоношенность, многоплодная беременность, наличие у матери железодефицитной анемии во время беременности, частые повторные беременности, а также различные нарушения в течение беременности приводят к развитию ребенка после рождения анемии из-за недостатка железа, полученного во время внутриутробного развития. После рождения в организм ребенка железо поступает только извне с пищей. Это единственный источник пополнения депо железа в организме. Дефицит железа вследствие несбалансированного питания возникает в следующих случаях. Это искусственное вскармливание неадаптированными молочными смесями, позднее введение прикормов,
Длительное одностороннее молочное или углеводистое вскармливание, вегетарианская пища, лишенная животного белка. К понижению всасывания железа приводит использование в питании большого количества растительных волокон, избыток белка, кальция и полифенолов. У детей раннего возраста в связи с быстрыми темпами роста и развития наблюдается повышенная потребность в железе. В этот период жизни запасы железа быстро истощаются из-за усиленного его потребления из депо. У недоношенных детей к 3-му месяцу, у доношенных к 5-6 месяцу жизни. У детей старшего возраста занятия спортом и тяжелая физическая нагрузка резко повышают потребность в железе. Увеличенные потери железа возможны при раннем введении в питание ребенка цельного молока и кефира, что приводит к появлению микрокровотечений из желудка и тонкой кишки и потерям гемоглобина, а также при некоторых наследственных заболеваниях, например, лактазная недостаточность. Железодефицитная анемия заметно ухудшает качество жизни больных, так как организм недополучает кислород. Рассмотрим, какие бывают последствия дефицита железа. Это задержка умственного и моторного развития, снижение концентрации внимания, ослабление памяти, снижение способности к обучению, трудности в получении профессии, создании семьи, нормального жизненного уклада, повышенная утомляемость, плохое настроение, апатия или агрессия, изменение поведенческих реакций, психоэмоциональные нарушения восприятия окружающего мира, заниженная самооценка, повышенная восприимчивость к инфекциям. Преимущественное развитие мозга человека происходит во внутриутробном периоде и в первые годы жизни, поэтому очень важно избежать дефицита железа именно в это время. У подростков, страдающих железодефицитной анемией, часто развивается астенический синдром, проявляющийся общей слабостью, снижением памяти, извращением вкуса. Все это способствует ухудшению успеваемости, неврозам и конфликтам в коллективе. Недостаток железа существенно снижает работоспособность школьников и студентов. Каковы же общие принципы лечения железодефицитной анемии? Опрошенные нами сегодня родители считают, что анемию можно вылечить диетой. Однако следует иметь в виду, что полноценная и сбалансированная по основным ингредиентам диета позволяет лишь обеспечить физиологическую потребность организма в железе, но не устранить его дефицит. Основным методом лечения анемии является заместительная терапия препаратами железа, поскольку возместить дефицит железа в организме иными способами невозможно. При лечении железодефицитной анемии необходимо найти и по возможности устранить причину, лежащую в основе дефицита железа. Даже если установить причину дефицита железа не представляется возможным, следует восстановить запасы железа с помощью препаратов железа. Причем препараты железа необходимо принимать длительно, в зависимости от степени тяжести анемии, от 3 до 6 месяцев, для того, чтобы железо отложилось в запас. И, наконец, рассмотрим профилактику железодефицитной анемии. Железо всасывается в организм в 2 формах. Это гемовая форма, что составляет примерно 10%. Эта форма входит в состав продуктов животного происхождения – мясо, птица. И негемовая форма – примерно 90%, источником которой являются продукты растительного происхождения – это овощи, фрукты и злаки. Основным пищевым источником железа являются продукты животного происхождения, содержащие гемовое железо. Наибольшее количество железа содержится в говядине, баранине, в печени, в меньшей степени рыбе, курином мясе, твороге. Из злаковых, бобовых, клубневых, овощей и фруктов железо усваивается в очень небольшом количестве. Это обусловлено содержанием в них фитатов и полифенолов, подавляющих всасывание железа в кишечнике. Поэтому важным является не то, сколько содержится железа в продукте, а его биодоступность, то есть в какой степени это железо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Давайте посмотрим на таблицу. Она сейчас перед вами на экране. Данные о содержании гемового и негемового железа в различных продуктах
а также о влиянии различных веществ на всасывание железа следует учитывать при составлении рациона питания ребенка. Мясные продукты ребенок должен получать ежедневно. Для детей первых 4-6 месяцев жизни оптимальным способом профилактики железодефицитной анемии является грудное вскармливание. При этом обязательным условием является полноценное и сбалансированное питание матери. В настоящее время при введении прикормов ребенку рекомендуется отдавать предпочтение продуктам прикорма промышленного производства, обогащенным железом, так как при домашнем приготовлении пищи часто бывает трудно соблюдать все условия, обеспечивающие оптимальное сохранение и усвоение из нее железа. Не следует использовать для вскармливания ребенка на первом году жизни цельное коровье молоко, так как доказано, что оно может привести к развитию микрокровотечения из кишечника, о чем мы с вами говорили выше. Лаборатория берет общий анализ крови у больных и пропускает его на гематологическом анализаторе. На гематологическом анализаторе определяются эритроцитарные индексы, которые помогают врачам определить характер, вид анемии. Это такие индексы, которые расчетным методом делает гематологический анализатор. МЦH, гематокрит и другие очень важные индексы, которые помогают врачам выявить вид анемии и характер, тяжести их. Выявив на гематологическом анализаторе пониженные гемоглобиновые эритроциты, лаборанты делают лейкоформулу и под микроскопом исследуют размер, форму эритроцитов, насыщенность цветом, так как гемоглобин – это переносчик кислорода, и от насыщенность его зависит от насыщенности кислорода. Чем меньше железа, тем меньше он насыщен цветом. Все это описывается и передается клиницисту. При диагностике анемии очень важное значение имеет определение сывороточного железа, общей железосвязывающей способности, ферритина и трансферина. По направлению доктора больные сдают кровь, и лаборатория определяет все эти значения, которые важны для клинициста. Чтобы точный анализ был, каждый день перед началом работы лаборант пропускает контрольную кровь, которая стандартизированная, закупается, и сравнивается, соответствует ли эта кровь этим значениям. Если она соответствует, то лаборант работает дальше. Если она не соответствует, то работа прибора приостанавливается, промывается и доводится до нужных уровней. Тогда только кровь больного пропускается. При острой кровопотере, при резком снижении уровня гемоглобина или при длительной анемии возможно развитие у ребенка обморока. Взрослым необходимо знать признаки обморока у ребенка, чтобы уметь вовремя оказать необходимую помощь. О приближающемся обмороке говорят такие признаки. У ребенка интенсивно нарастает шум в ушах, как будто в них звенит, появляются темные мушки перед глазами и начинают мерцать предметы. Подкатывает духота, появляется безучастность к реальности и плывут предметы. Внешне можно увидеть, что у ребенка резко бледнеет кожа, отмечается закатывание глаз, зрачки при этом сужаются и не реагируют на внешнюю среду. Дыхание замедляется, а при прощупывании пульса можно ощутить редкие и малые ритмические колебания. Конечности холодеют, выступает холодный пот. Если ребенок потерял сознание до приезда скорой помощи, ему необходимо оказать правильную первую помощь. И чем она раньше будет оказана, тем больше шансов у ребенка на благоприятный исход ситуации. Уложите ребенка на горизонтальную поверхность, на диван, на сдвинутые стулья, скамейку или на пол, таким образом, чтобы ноги были выше головы на 30 см. Так вы стимулируете приток крови к головному мозгу. Расстегните на одежде все сдавливающие элементы – пуговицы, ремень, пояс. Немедленно откройте окно, чтобы произошел приток свежего воздуха. Умойте ребенка холодной водой. Если после этого ребенок не пришел в сознание, тогда к носу ребенка поднесите вату, предварительно смочив ее нашатырным спиртом. Но ни в коем случае не целый флакон нашатырного спирта, ибо можно случайно его пролить на ребенка. Сразу после того, как ребенок придет в себя, не давайте ему резко вставать. Пусть он полежит в течение 10 минут. Затем напоите его сладким горячим чаем. Вызовите скорую помощь, поскольку даже банальный обморок может стать причиной развития серьезных
серьезных заболеваний в детском организме. Если случаи потери сознания у ребенка участились, то немедленно покажите его врачу для полного обследования организма и выявления возможных заболеваний. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.